Доброе утро всем тем, кто только что настроился на наш канал. В эфире программа «Новый день», и мы продолжаем делиться с вами интересной и полезной информацией. Так, в этом году всероссийский конкурс «Семья года», организаторами которым являются Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводится уже в третий раз. И Якутия в этом конкурсе ежегодно чествует своих победителей. Более подробно об этом конкурсе нам сегодня расскажет Иван Луцкан, министр по делам молодежи и семейной политики. Иван Петрович, доброе утро. Доброе утро, Ларина. Доброе утро всем тем, кто присоединился к нашей программе. Расскажите, пожалуйста, что за конкурс такой «Семья года» и кто в нем принимает участие? Ну, честно, когда ты начала уже рассказывать о конкурсе, я же думал, ну все, сейчас Ларина все расскажет, да? Действительно, этот конкурс проходит уже в третий раз, хотя если взять историю конкурса проведения в Якутии, то в Якутии этот конкурс, да, «Семья года» уже с 2000 года проводится. И, собственно говоря, он совпадает с теми направлениями, которые проводятся на уровне Российской Федерации. Каждый год на протяжении 3 лет семьи из Якутии занимают призовые места и являются победителями по разным номинациям. В этом году победителем в направлении «Семья хранителей традиций» стала семья из села Тополиново Тампонского района. Это семья оленеводов, это семья Голикова Дмитрия и Лебедевой Антонины, у которых 8 детей. И вот они представили интересную заявку, в которой рассказали о том, как они сохраняют свои семейные традиции, как у них ведется быт, как у них сейчас дети воспитываются именно вот в этих традициях непосредственно венского народа. И эта заявка набрала большое количество баллов, что позволило им стать победителями. А вообще по каким критериям отбираются такие семьи, вот участники этого конкурса? Ну, критерии, они достаточно прозрачные. В первую очередь надо подготовить представление, в котором надо отразить, чем занимается данная семья. В данном случае они рассказали о том, что они занимаются оленеводством. Было подготовлено представление совместно с администрацией района, за что спасибо коллегам и работникам, которые подошли к этому делу ответственно. Предоставлены были фотоматериалы, была рассказана жизнь непосредственно семьи. Если вот покопаться немножко в истории, то в 1994 году они сыграли по традиционному венскому обряду свою свадьбу, и детей всегда берут в кочевье, непосредственно в олень стада, и стараются им передать вот тот опыт, который они в свою очередь получили от своих родителей, потому что они являются потомственными оленеводами. И вот вся эта история, она тронула членов федерального жюри, тем более, что они прошли региональный этап кочевой семьи, который проводится Министерством по делам молодежи и семейной политики. И, собственно говоря, вот заняли такое почетное место на уровне Российской Федерации. Мы за них искренне рады. Получается, что обычно городская семья с одним ребенком не может принять участие в этом конкурсе. Да? А почему же? Все зависит от того, как хранятся традиции. Допустим, у нас победителем в 2016 году стала, ну, скажем, не совсем городская, но тем не менее из пригорода города Якутска, из села Хатас и семья Ивановых. То есть вот у них были великолепные традиции, которые да, передаются, да, из поколения в и у них поколение. как раз молодая семья была, и вот они как раз стали победителем в этом направлении. Вообще для чего проводится этот конкурс? В первую очередь это для того, чтобы поднять престиж института семьи. Как мы знаем, что последние тенденции говорят о том, что вступают в брак позже. У нас молодые люди, уже отодвинулось где-то на 5 лет эта планка, позже заводят детей. Но тем не менее, всегда надо понимать, что семья – это тот очаг, в который всегда ты приходишь после работы, после тяжелых трудовых будней, там, где тебя всегда встретят с любовью, с теплом, где тебя всегда поймут, где ты всегда будешь нужен. И вот эти простые, вроде бы, казалось бы, вещи мы стараемся через такие конкурсы передать. И чтобы вот эти семьи, они становились определенным примером для подражания. Потому что, когда смотришь на такие семьи, ну, у любого человека вызываются только положительные эмоции, когда ты видишь, как сохраняются семейные традиции, как они относятся к своим детям, как передают опыт с любовью, с теплом. То есть вот это, наверное, необходимо для того, чтобы семьи развивались, чтобы у нас и демографическая политика развивалась, то, что является сейчас приоритетом, особенно на Дальнем Востоке. Ну, этот конкурс в этом году проводится в 3-й раз. Итоги же еще не подведены, да? Итоги уже подведены, поэтому мы уже точно можем сказать, что семья является победителем данной номинации. Они приглашены на чествование, которое пройдет 21-23 ноября в Москве. Да, и все расходы, связанные с их проживанием, питанием, проездом, естественно, берем на себя и принимающая сторона. Ну что ж, огромное спасибо за интересную и такую позитивную новость. Во вторник с утра приходите к нам еще, Иван Петрович.